3 года подряд объявлены в Кыргызстане годами развития регионов. Главными двигателями развития регионов должны были стать органы местного самоуправления. Однако для этого у них недостаточно ресурсов. Об этом сообщила председатель правления Института политики и развития Надежда Добрецова. По ее словам, в этом году правительство сократило бюджет органов местного самоуправления, в связи с чем большинство айлыкмөтү не смогут обеспечить эпидемиологическую безопасность школьников к новому учебному году. Менее 20% школ имеют внутренние санитарные узлы. Это означает, что у 80% школ туалеты на улице. Эти туалеты и в обычное время представляют собой угрозу распространения обычных инфекций, а в этой ситуации они становятся опасными, считает Добрецова. И они должны будут к 1 сентября обеспечить эпидемиологическую безопасность школ. Вот это самый большой вопрос, потому что у нас только 20% школ имеют туалеты внутри. В основном 80% сельских школ – это туалеты на улице. Они очень опасны с точки зрения вот этих рисков. И только 20% школ имеют горячее водоснабжение. Если говорить о том, готовы будут школы или не готовы в сентябре принимать детей, этот вопрос опять же ляжет на плечи органов местного самоуправления, айлыкмату и мэрий. В условиях сокращения бюджета мы переживаем за то, что они не смогут обеспечить надлежащую эпидемиологическую безопасность. Органы местного самоуправления недополучат местные налоги. Из-за сокращения бюджета им приходится финансировать свои и правительственные обязательства, приобретать хлорсодержащие препараты для дезинфекции, горюче-смазочные материалы, а также защитные костюмы, маски, антисептики и другие. Также они оказывают материальную помощь уязвимым слоям населения. Оказались в таких же сложных условиях, как медики и правоохранители. Они точно так же, как медики и правоохранители, делали обходы, стояли на постах, кормили тех же милиционеров и врачей, покупали им защитные предметы. И, к сожалению, вот страна об этом не говорит. Многие говорят о том, что вот надо поддержать медиков, надо поддержать милиционеров, но никто не говорит, что нужно поддержать сотрудников айлыкмату, которые тоже работали сутками, без выходных. И, в общем, первыми из всей системы управления, именно органы местного самоуправления, айлыкмату и мэрии столкнулись вот с этой бедой. Сокращение республиканского бюджета негативно повлияло на возможность органов МСУ исполнять свои функции. Объем местных бюджетов сократился на 7%, однако вероятны еще потери вследствие недополучения доходов от местных налогов. Это, на первый взгляд, не так много. Однако международный опыт реагирования национальных правительств на пандемию говорит о том, что в большинстве стран правительства увеличивают помощь своим органам местного самоуправления, потому что понимают, что именно местные власти находятся на передовой линии борьбы с болезнью. Республиканский бюджет также потратил много средств, и поэтому правительство было вынуждено секвестировать бюджет, то есть сокращать бюджет. И в первую очередь, конечно, это повлияло на органы местного самоуправления, поскольку где-то 600 миллионов сомов было предусмотрено на 2020 год по стимулирующим грантам, а стимулирующие гранты направлялись на строительство социальных объектов органов местного самоуправления. Вот. И плюс 600 миллионов сомов было на различные капитальные вложения, другие, то есть передаваемые средства. Вот, правительство предложило сократить эти расходы. И вопрос другой в том, что могут ли правительство это выделить, поскольку уже в республиканском бюджете тоже есть трудности. Также специалисты рассказывают, что органы МСУ не могут помочь всем нуждающимся, так как им придется экономить на всех расходах и средств на выделение дополнительной помощи гражданам не будет. Однако правительство направляет в местные бюджеты 106 миллионов сомов на мероприятия по обеспечению продуктами питания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это примерно по 200-250 тысяч сомов на каждый сельский муниципалитет, чего хватит на приобретение примерно 71 тысячи мешков муки. Приблизительно по одному мешку на каждые 15-20 семей. Надо отметить, что законодательство и бюджет не позволяют органам МСО помочь бизнесу. Бегимат Жаныбекова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.